Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Говорить о победе над коронавирусом пока рано. Глава республики обратился к жителям Якутии. Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Алекминском районе. Какие силы будут брошены на борьбу с огнем в этом году. Близится и сезон отпусков, куда поехать на отдых и какие направления популярны у якутян. Жители Якутии могут записаться на прививку от COVID-19 через портал госуслуг. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале и подтвердить свою учетную запись. Затем выбрать услугу «Запись на прием к врачу», указать поликлинику и нажать пункт вакцинации от COVID-19. Есть возможность подобрать удобную дату, время и записаться на прием. Также запись на вакцинацию доступна по телефонам медицинских организаций и по горячей линии Министерства здравоохранения региона. Между тем, говорить о победе над коронавирусом в регионе пока рано. Об этом сказал глава республики в своем обращении к якутянам. Вместе нам пришлось преодолеть многое. Мы продолжаем консолидировать ресурсы, не только обеспечивая стабильность экономики, но и добиваясь поставленных целей развития. Однако, несмотря на значительное отступление болезней, все еще рано говорить о заключительной атаке инфекции, сообщил Айсен Николаев. Глава Якутии подчеркнул, что одержать победу над COVID-19 поможет массовая вакцинация. Она необходима для того, чтобы свести к нулю заболеваемость и как можно быстрее вернуться к полноценной жизни. Очень важно достичь более высоких темпов иммунизации жителей республики. Это нужно, чтобы свести к нулю заболеваемость и как можно скорее вернуться к полноценной жизни. Также это нужно, чтобы защититься от последствий COVID-19. Осложнения после этой болезни еще не изучены и непредсказуемы, поэтому очень опасно. Уберечь людей от болезни, а значит от ее последствий – вот важнейшая цель вакцинации. И я уверен, и вас призываю, уважаемые якутяне, надо взять заботу о собственном здоровье в свои руки, снять риски опасной болезни. Тогда личная победа каждого из нас приведет к общей и полной победе над инфекцией. Грузия принимает туристов со справкой о вакцинации от коронавируса. Турция и Египет открыты для россиян, но только с отрицательным результатом ПЦР-теста. Куда поехать на отдых в ближайшее время и какие направления пользуются популярностью у якутян? Ответы в материале Айсаны Бурнашовой. Я предпочитаю зимой теплые края, море, солнце. Я более люблю контраст, поэтому я выбрал Египет. Белоснежные просторы сменил на песчаные равнины. На несколько дней житель Якутска Эргиз Давыдов окунулся в жаркое лето. Насладиться египетским солнцем парню позволила справка с отрицательным результатом ПЦР-теста и заполненная карта здоровья. Мне сказали, что в Египте очень много теплых солнечных дней, почти 365 дней. Это почти получается год. Поэтому это стало огромным плюсом, преимуществом. Но все же львиная доля якутян в погоне за солнцем устремляется на курорты Краснодарского края. Центры притяжения – это Сочи, Анапа и Геленджик. Республики Кавказа сейчас также пользуются большим спросом. Только за 2,5 месяца по линии одного из туроператоров Сочи с югом России познакомились более 500 якутян. Открыто только там 3-4 зарубежных курорта. Турция, Египет, Куба, Мальдивы, но не всем это по карману. И люди сейчас хотят отдыхать по России, увидеть, воспользоваться данной ситуацией и увидеть красоты России. Дефицит заграничных направлений и отдых без рисков – главные катализаторы внутреннего туризма. Сейчас весна, впереди пиковый летний сезон. Эксперты отмечают, что путешествия по стране на протяжении всего 2021 года останутся в тренде. На фоне экскурсионного и оздоровительного туризма развивается и промышленный. Так, 12 якутских предприятий уже готовы показать, как добывают уголь или обрабатывают драгоценные камни. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Якутск, Сочи.
В Горном Улусе начался двухмесячник регулирования численности бездомных собак. Бродячие собаки давно стали частью жизни российских городов. Стаями они бродят и зачастую пугают горожан. Так проводятся рейды в образовательных учреждениях и в местах массового скопления людей. На сегодняшний день составлено в ходе рейдовых мероприятий 3 предписания. У нас существует на данный момент такая проблема, что у нас нету приюта. Поэтому мы пока не можем производить отлов. Хотелось бы в дальнейшем дальше поработать с этим вопросом, уточниться, произвести мероприятия, как кастрация, вакцинирование, регистрация и биркование, и отпустить на свободный выгул. Тем временем в регионе продолжается чипирование домашних животных. Об этом сообщает Департамент ветеринарии Якутии. Информация о животных попадает на интернет-портал «Все звери», который объединяет регистрационную информацию в единую базу данных. Это помогает оперативно найти пропавших домашних любимцев. В самом разгаре профилактические мероприятия в Устьянском и Сунтарском Улусе, а в Черектейском ветеринарном пункте Усть-Алданского района проводят вакцинацию против бешенства. В прошлом году прививки получили более 60 собак и 20 кошек. В этом году наряду с вакцинацией проводится маркирование собак. Приближение пожароопасного сезона обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям в Алекминском районе. Какие силы будут брошены на борьбу с огнем в этом году, узнала Елена Фаст. На совещании с главами и заинтересованными структурами по предотвращению и тушению лесных пожаров обсудили самые актуальные вопросы. До начала пожароопасного периода осталось не так много времени. В ходе обсуждений были внесены рациональные предложения. Предложение по введению нормативов при тушении лесных пожаров, оно связано с тем, что бывают такие моменты, что да, докладывают, тушат, там, прокладка минполосы, туда-сюда, но в то же время площадь пожара 3 гектара, работают там 20 человек, там трактор, а результатов нет. В селе Тако уже подготовились к сезону, сейчас дорабатывается ряд вопросов. Запланированы работы по расчистке минполосы, которые у нас проводятся ежегодно, точнее раз в 3 года. Также мы дополнительно планируем приобретать спецсредства, инвентарь, которого у нас немного не хватает. В общем, готовность у нас есть, готовность силы и средства, спецтехника. Вопрос доброго десятка лет. Сельхоз пал. На сегодня есть четкое понимание, что проводить его в мае категорически запрещено, но есть видение проводить учения с полным контролем отжига до полного схода снега в лесах. В год экологии поступило еще одно предложение. Деньги, которые перечисляются от штрафов незаконных рубок в муниципальное образование, Алекминский район, да, чтобы они направлялись на пожарную безопасность Алекминского района. Именно на пожарную безопасность, на какие-то, может быть, там гранты по привлечению, в таком плане. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Нюрбинском ГОКе обновляют автопарк тяжелой техники, направляют образцы мировых брендов, которые зарекомендовали себя на производстве «Валроса». Комбинат в Накыне сегодня экспериментальная площадка, на которой внедряют инновационные продукты. Роман Муконин ознакомился с новой техникой. Мощный белый немецкий. Этот экскаватор – последняя новинка компании Liebherr. В условиях Крайнего Севера просто находка. Морозов не боится, но на всякий случай технику в карьере в зимний период никогда не глушат. БелАЗы, экскаваторы, бульдозеры работают здесь в круглосуточном режиме. За 2 последних месяца в Нюрбинский комбинат поступило 8 новых тяжеловесов. На место их привозят в разобранном виде. В настоящий момент собран экскаватор RD9250 Liebherr, погрузчик КАТ 992, бульдозерная техника и, соответственно, в настоящий момент закончили сборку бурового станка DML. В настоящий момент производим тестирование, диагностика и готовим данный бурстанок в работу. Буровой станок особенный, улучшенные модификации. По сравнению со старыми версиями, эта машина оснащена гидроэлектрическим управлением, что является более удобным для операторов, более простым в обращении, более понятным для диагностики. Предыдущие версии из данных станков имели большой вес,
соответственно, снижалась эксплуатационная скорость данных машин. Буровой станок оснастили также системой Blastmaker, в переводе «создатель взрыва». Это целый программный комплекс, позволяющий горнякам управлять буровыми установками в дистанционном режиме и с помощью спутников максимально точно наводить их на скважины. Система сама рисует, сама считает заряды скважин, и можно увидеть имитацию взрыва. Работа ускорилась намного, и проектировать стало намного удобнее. В течение года руководство Нюрбинского ГОКа собирается значительно обновить тяжелую технику. И с такими ресурсами это подразделение «Алроса» наверняка снова покажет внушительные результаты добычи. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Вилюйском районе представители органов государственной власти встретились с местными предпринимателями. Обсуждались проблемные вопросы, такие как нелегальное предпринимательство, налоговая нагрузка, ограничения для применения упрощенной системы налогообложения и другие. Диалог власти и бизнеса необходим, поэтому такие встречи стараются проводить как можно чаще. Основная цель – это выявить какие-то задачи, которые необходимо решать. Наша задача, общая задача – это формирование благоприятного бизнес-климата. Но в данном случае в Вилюйском районе большое количество предпринимателей сегодня пришли на встречу. Я считаю, что довольно представительный у нас был орган, с которым предпринимателям удалось проговорить разные вопросы. Вопросы касались в том числе и земельных отношений, в том числе и контрольно-надзорной деятельности. В транспортном техникуме поселка Нижний Бестях торжественно наградили призеров открытого регионального чемпионата WorldSkills. Студенты техникума проявили себя в 10 компетенциях, из которых 6 прошли на базе родного учебного заведения. По итогам отборочного тура 4 воспитанника будут защищать честь региона на российских соревнованиях. Они намечены на апрель. На торжественном мероприятии всем студентам-участникам отборочного этапа WorldSkills вручили памятные дипломы и медали. И мы очень рады, что призером, победителем этих соревнований у нас стал студент транспортного техникума Шамаев Николай. Он будет защищать честь нашей республики по данной компетенции в городе Астрахани на национальном чемпионате. Но нужно сказать, что рекрутинг – это компетенция, связанная именно с отбором, подбором персонала. Это очень интересная, в меру сложная компетенция, да? Деятельность любой организации напрямую связана от компетенции, профессионализма ее кадров. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.